Речевое развитие. Речь тоже начинает развиваться с очень раннего возраста, потому что она состоит из нескольких компонентов. Есть не только то, как мы выражаем наши слова, но в первую очередь формируется понимание слов. Известно, что даже внутриутробно дети уже слышат и различают голоса своей мамы, различают голоса папы. Это очень важный момент. Когда ребенок рождается, уже к возрасту месяц он хорошо реагирует на звуки. К 3 месяцам он может на вас посмотреть, когда вы обращаетесь к нему по имени. В это же время появляются различные слоги, отдельные слоги. Мы называем это огуканьем. Га-га-га, а-гу, а-а. Такие звуки издает ребенок. Самые-самые разнообразные. С возраста полугода к 10 месяцам появляется лепетная речь, когда ребенок произносит отдельные слоги. Ма-ма-ма-ма-ма, па-па-па-па-па, ба-ба-ба-ба-ба. Часто родители принимают это уже за отдельные слова, но это не совсем так. Все-таки это еще лепет. К возрасту год, некоторые детки чуть-чуть раньше, у ребенка появляются первые отдельные слова. Чаще всего это мама, папа, дай. Уже к возрасту 2 лет у ребенка словарный запас вполне из отдельных слов может достигать 200-300 отдельных слов. К возрасту 2-2,5, самое позднее к возрасту 3 годам у ребенка возникает уже предложение, то есть фразовая речь, когда ребенок говорит не просто «мама, дай», а говорит «дай мяч», «дай хлеб», «дай яблоко». А некоторые дети к этому возрасту уже могут построить фразу из 3, из 4, даже 5 слов. Это своевременное, самое раннее моторное и речевое развитие. Если ваш ребенок задерживается, то в дальнейшем эта задержка как моторного, так и речевого развития будет в какой-то мере компенсироваться. Компенсация ребенка будет зависеть от того, какой интеллектуальный потенциал у вашего ребенка и от того, насколько вы вовремя проводите с ним коррекцию. По идее, с ребенком надо начинать разговаривать с внутриутробного развития и продолжать разговаривать все время, как только он родится. Также заниматься моторным развитием ребенка тоже надо с того момента, как только он родился. Элементарный массажик, простая зарядка, которую показывают педиатры, даже уже неонатологи показывают эти упражнения еще в роддоме. И свободное пеленание – это очень важные компоненты к тому, чтобы у ребенка формировалось правильное моторное развитие. К сожалению, мне как детскому психиатру случается встречаться с детьми в 5, в 7, в 8, в 9 лет, которые неловкие, неуклюжие, затрудняются прыгать, с трудом переходят через одну ступеньку, поднимаются с трудом, спускаются по лестнице. Это та самая моторная неловкость, которая начинается в очень раннем возрасте. Но на проблемы моторики общие родители вообще чаще всего не обращают внимания. Но за проблемами общей моторики стоят проблемы мелкой моторики, то есть тонких, точных движений руки, от которых зависит в дальнейшем выполнение многих бытовых вещей и школьные навыки. Особенно это касается письма и рисования. Речевую же задержку родители замечают, но тоже обычно позже 3-4, а часто даже только в тот момент, когда ребенку надо идти в школу. Больше родители обращают внимание не на словарный запас, а на постановку звуков. Хотя это не совсем правильные акценты. В первую очередь у ребенка надо наращивать количество слов, количество понятий и понимание окружающего мира. Если вы заметили, что у вашего ребенка есть проблемы с моторикой, есть проблемы с речью, чем раньше вы начнете коррекцию, тем лучшие результаты в дальнейшем вы получите.
вам необходимо обращаться к своему педиатру, к детскому невропатологу, к логопеду, хорошему качественному психологу, а в случае очень сложных задержек даже к детскому психиатру. Также вы всегда можете получить помощь по горячей линии 118 и в Республиканском центре психического здоровья.